В связи с распространенностью и слабой раскрываемостью преступлений коррупционной направленности, недостаточностью мер, принимаемых по противодействию коррупции, и отсутствием согласованного взаимодействия правоохранительных органов, в Генеральной прокуратуре Республики Абхазия было принято решение о принятии совместного положения, регламентирующего порядок взаимодействия органов прокуратуры, органов внутренних дел и других участников координационной деятельности при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений коррупционной направленности. В рамках данной работы получены следующие результаты. По факту хищения бюджетных средств Министерства культуры Республики Абхазия, предназначенных на приобретение оборудования, установлены факты мошеннических действий со стороны министра культуры Республики Абхазия и поставщика индивидуального предпринимателя Джинал НР. Получены материалы, направленные в Генеральную прокуратуру, возбуждено уголовное дело. Служба госбезопасности Республики Абхазия 18 марта 2022 года в Генеральную прокуратуру также были направлены материалы по результатам оперативно-розыскных мероприятий по фактам злоупотребления должностными полномочиями при проведении ремонтных работ в подвальных помещениях многоэтажных домов в городе Гудаута в отношении директора МУП ГСО Хиндва и ведущего инженера УКС Республики Абхазия Беквава. Кроме того, в Генеральную прокуратуру направлены материалы в отношении должностных лиц СЭС Министерства здравоохранения Республики Абхазия. На основании данных материалов возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора СЭС Скорик Людмилы. За период с 1 января 2019 года по настоящее время Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции по 2 выявленным преступлениям возбуждены уголовные дела в отношении 2 операционистов дополнительного офиса Сбербанка Абхазии, которые в настоящее время находятся на стадии судебного рассмотрения. Хотелось бы также отметить о том, что в соответствии с планом работы на 2022 в рамках исполнения постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Республики Абхазия, а также совместно со службой государственной безопасности активизированы мероприятия по сбору оперативной информации в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений коррупционной направленности, а также с целью их изобличения, пресечения и документирования, по результатам которых будет принято процессуальное решение. На совещании отмечалось, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Абхазии в своей работе все чаще приходится сталкиваться с необходимостью получения документальных данных юридических и физических лиц, субъектов хозяйственной деятельности, находящихся или функционирующих на территории Российской Федерации, в связи с чем возникает необходимость направления международных запросов в компетентные органы России, что занимает длительное время, от 30 дней и более. Поэтому его инициаторы могут не уложиться в сроки, отведенные для проведения оперативной проверки. За первое полугодие 2022 года следственными подразделениями МВД по факту дорожно-транспортных происшествий было вынесено 211 решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе изучения отказных материалов по фактам ДТП были выявлены общие для всех нарушения. Необоснованно продлевается срок проверки сообщения о преступлении до 15 суток. Следователями не устанавливается сумма материального ущерба, причиненного организациям в результате ДТП. Срок проверки по материалам исчисляется не с момента регистрации в КУСП. Не приобщаются к материалам проверок копий водительских удостоверений. Также не направляются запросы в УГАИ МВД РА на предмет установления выдачи удостоверений участникам ДТП. Не своевременно производятся допросы участников дорожно-транспортного происшествия. В этой связи 4 мая и 5 августа текущего года в Следственном управлении МВД Республики Абхазия с участием руководителей следственных подразделений были проведены оперативные совещания, в ходе которых обсуждались вопросы, связанные с недопущением впредь выявленных нарушений. Подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий, по которым проводились процессуальные проверки, заведомо не содержали признаков состава преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса Республики Абхазия, а содержали признаки административного правонарушения. В этой связи следователями затрачивается колоссальное количество времени и энергии для сбора материалов первичной проверки, изначально не содержащих признаков состава преступления. Кроме того, мы создаем серьезные неудобства нашим гражданам и гостям в период летнего-курортного сезона, которые, в свою очередь, готовы своевременно оплатить административный штраф, однако ограничены такой возможностью в связи с тем, что время проведения процессуальной проверки в среднем составляет 2 и более месяцев. Также в ходе совещания выступили с докладами о результатах возбужденных уголовных дел в 2021 году по фактам хищения чужого имущества. Итоги координационного совещания подвел генпрокурор Адгур Агарба. В этом году мы наблюдаем значительный рост выявленных коррупционных преступлений Службой государственной безопасности, которая направила в Генеральную прокуратуру большое количество материалов, по которым в настоящее время частично
принятые процессуальные решения, некоторые из них находятся в производстве. Я хочу отметить также работу органов внутренних дел, в частности ОБЭП. Вы сегодня почему-то остались за кадром, я еще раз повторяюсь, но мы прекрасно знаем, что по поручениям оперативных служб вы проводите исследования и предоставляете нам материалы, которые в дальнейшем мы используем уже в рамках предварительного расследования. Сегодня хочу также отметить коррупционное дело, которое находится в Следственном управлении МВД. Очень большое, очень сложное дело, которое уже больше года длится, срок следствия. Срок следствия затягивается не потому, что это чья-то прихоть следователя, а потому что там необходимо выполнить ряд неотложных следственных действий, провести судебные экспертизы, которые зачастую мы направляем в Российскую Федерацию, а, как известно, по коррупционным делам мы направляем товароведческую экспертизу, мы направляем другие экспертизы, бухгалтерскую экспертизу, которую в пределах Республики Абхазия выполнить не представляется возможным. Почему? Потому что это связано с большим объемом работы. Я хочу отметить, что вот у вас это дело очень большое, очень объемное. Ранее, на моей памяти, я насколько помню, таких дел в Следственном управлении не было. Может, они были, но я о них не знаю. Коррупционные дела трудно выявляемы, так как за каждым делом стоит скрытая мошенническая схема, и здесь необходима совместная работа всех правоохранительных органов, отметил Адгур Агарба. Он подчеркнул, что делам коррупционной направленности Генпрокуратура уделяет особое внимание. И несмотря на все трудности, раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям в стране выросла. Алька Тапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.